начале недели, мы понедельник, 23 февраля, новая торговая неделя началась, да? И как раз мы там, как раз я дала тоже, примерно так, прогноз, разбор рынка Форекс на с 23 по 27 февраля, это получается на всю торговую неделю, да, до пятницы. Общий взгляд примерно, то есть куда пойдет рынок Форекс, рынок металла, да, в частности золото, серебро рассмотрели, и что еще, и крипту, да, крипторынок. Вот. Ну и также еще обсудили, кроме технического анализа, фундаментальный, да, анализ будет, то есть башкача жаңалықтарды да обсуждение будет по предстоящей неделе деп понедельниктен пятницаға чейин, да. Анан ошо новостилер иштешин, прогнозтордун иштешин азыр көрөлүк, кандай болду. Так, эгер эсиңерде болсо, мен каналга YouTube ссылкамды берген, ошол жака мен жүктөгөм, да, ошол видео разбор боюнча на всю неделю Форекс рынок боюнча. Так, сейчас вот, кто не видел, можете посмотреть. Вот Форекс рынокка техника на фундаментальных анализ, да, получается, 23-24 февраля. Ушуну көрсөңүздөр болот, на мой канал, мен ссылкасын таштагам, если что еще продублирую, можете подписаться, да. Вот, жаңы канал ачкам, анан бул жакта мен жума сайын видеолорду жүктөйм, плюс сабактарды, кыска сабактарды жазып атам уже, жаңы баштадым, да. Вот, эми биз кантип так рыноктун иштешин көрөбүз, бул жума. Уже пятницада, бүгүн саат 2-де американский рынок жабылат, саат где-то саат 4-кө чейин австралийская еще сессия дагы уланат, австралийская сессия, то есть торговать этпейбиз. Анан уже понедельникте саат, получается, воскресеньеден понедельникке караган түнү саат таңкы 4-тө ачылат рынок, кайра Азия рынок ачылат. Вот, суббота, воскресенье выходной, да, Форекс отдыхает, крипторынок болсо иштей берет, да, Форекс фондовый рынок отдыхает, металл, да, товарный рынок, то есть нефть, газ и так далее, кроме крипторынка. Вот, давайте сейчас по фундаменталу быстро пройдемся, да. Жакшы көрүнүп атат, болуп атат, Так, мне экран көрүнүп атыптыр, микрофон, все, камера видно, да. Так, давайте тогда дальше, да? Просто, а то я один раз записала, вообще говорила, а камера, оказывается, вообще не было видно. Так, нет, наоборот, это изображение было, звука не было. Целый час вот так вот прошло, да, просто. Вот из investing.com деген сайтка киргенде, ушул жактан мен сразу на неделю ачам, по понедельник открываю утром. Вот эта неделя, это, допустим, вот у нас понедельник открывается, 23 по 27, да. Ну, бул неделя жаңылыктарга бай болгон жок, в принципе. Вот понедельник традиционно вездеки рынок очень слабый, волатильность аз, жаңылыкта эле жок. На понедельнике как раз в только начинают банки, все вот эти фонды работать, и из-за этого волатильность слабая, да, ну, то есть такой наблюдательный день, да, то есть понедельник, но он задает тон, да, то есть какая неделя будет, да, понедельник ты уже определенный миллиард тюзелет, ну, дай, так сказать, торговые эти, да, ситуации, да, и уже на вторник, уже утром рано, когда рынок открывается, Азия, да, соответственно, уже говорюсь, да, какая рынок примерно, да. Так, вторник у нас индекс доверия потребителей, ну, вот этот, новость первый раз вот это что-то слышу, как она отработала. Так, 21.00, 21.00 гечи доктор. Короче, прогноз 87,4-91% болуп тур, то есть выше прогноза. Бирок мен быстрее чыкты бул эме экен, да, потребительдердин. Ну, как ишеним сезими, да, или как это по-кыргызски говорить. В общем, жогору болгондуктан, чем прогнозго караганда, да, бул долларга, ну, мындай среднесрочной перспективе бул жакшы таасир этти, да, доллар өсөт дегени, да. Так, Трамптын айтканы боюнча эч кандай эме жок, новость, что он там говорил. Так, внутриваловой Германии тоже, внутриваловой продукт Германии, евро вторникте, 25 февраля, 13.00, бул да жакшы күчтүү жаңылык болду, евро үчүн, мисалы, прогноз боюнча 0,3% внутриваловой продукт чыкса, и, то есть, прогнозировать этсе, и фактически ошончо эле чыкты, в принципе. Ну, это нейтральная новость, но я смотрю, реакция была евро отрицательная, да, евро түшүп калыптыр ошол моментте. Вот. Так, запас сырой нефти, меня вот это удивило, запас сырой нефти. Я не могла поверить, ну, честно говоря, на прогноз боюнча 1 800 000 баррелей дейт, то есть объем, да, на нефть прогнозировалась, а по факту вышло так, ну, в намного раз, да, больше, там 10 раз, в 9 раз больше, чем прогнозировалось. 15 миллионов, там 989 тысяч баррелей нефти. Но это показывает, что запасы нефти очень много, да, слишком огромное предложение, да, то есть аевай сунушкока, ну, то есть бул нефтин басына терс таасир этет, да, нефть түшөт. Ал эми доллар болсо бир аз, так, доллар, да, канадский доллар тоже, канадский долларны торговать этсе, анын тоже басына таасир этет, канадский доллар нефтен зависит этет, да, тоже анын баасы түшө баштайт, а доллар, ну, американский, наоборот, бир аз, ну, это в среднесрочной перспективе өсөт, да. Так, первичные заявки на пособие по безработице, на тоже прогнозго караганда көбүрөөк чыгыптыр, то есть башкача айтканда жумушсуздар пособие по безработице көбүрөөк бериптир, да. Бул эмеге жакшы, да. Долларга жакшы, ал эми эмеге алтынга начар, да, алтын ушул моментте түшүптүр, да, мына 19.30-да 26 февралда дейт. И пятницада тоже евро менен торговать эткендер, вот 19.00 бул да жакшы таасир этиптир. И индекс потребительских цен дейт, по прогнозу 0,5%, а бул жактан 0,2% дейт. Так, как это отыгралось на евро, не помню. Так, ну, то есть прогноздон азыраак чыгыптыр, да.
индекс потребительских цен. То есть, потребительские цены, ну, это, скорее всего, это, да, то есть, видите, красненькая, это отрицательная новость. Ну, значит, получается, евро в этот момент упал. Я в этот момент чуть не смотрела, сегодня 19:00. И вот индекс цен производителей, да, то есть, промышленная сфера, товарная сфера, или показатель, да, так скажем, индекс цен производителей, PPI, да, вот. Прогноз-тон жоғары чылтыр, бұл жақсы, доллар үшін жақсы, да, алтын болса, наоборот, как правило, в этот момент düşет, наоборот, да. Но алтындың секірішін көрдіңіз, как раз, по-моему, ушел замбатта сразу секірген, он 930 Но это не за то, что там вот индекс, как называется, вот сейчас новость, сейчас забыла, индекс цен производителей, не за то, что там яшечка, да, наоборот, для доллара это хорошо, а для золота не очень, да. А золото, наоборот, если посмотрите, он 900, секірки это резко, да. Вот золото у нас, вот этот резкий, по-моему, это был, да, вот импульс, резкий импульс. Это из-за новости как раз 19:00 начало расти, да, ну, в общем, новость Иран менен США-нын ортосунда, ну, короче, у них как это, военное имя болгон жатат, конфликт болгон жатат деп ошол новостиден золото секирип кетти, да. Вот ушундай взаимосвязь. Алтын согуш болгондо политическая нестабильность, экономическая нестабильность, катаклизм, да, и все, так ошондо. Так, Украина менен дагы эле тоже переговоры бүтө элек, эчтеке келише элек еще. Вот, по фундаменталу. А так чисто по технически тоже мы смотрели, ну, в начале недели, в понедельник, да, утром давала прогноз по золоту, по серебру. В принципе, рынок металлов, я смотрю, аябай, палладий, метин, платина, красам, и все это, да, исторические хайларды, обновления в шатлар. Ну, то есть, в принципе, вот золото, то же самое, и серебро, шандолей, да. Глобально у нас мега повод. Серебро кичине слабее горнота, полнедели дожидалась дюзон лучейностью, так он немножко отстает, да. Вот. И это, ну, все равно в целом глобально, если так посмотреть на недельки, оно у нас это, да, растет. Вот после сильной коррекции, снятия хорошей ликвидности, он уже восстановился, да, очень полноценно. Вот, ушел она, да, имея форекский, да, прогноз бойынша, ну, то есть евро, британский фунт, который против доллара ходит, тоже харапчика, в принципе, так, евро сейчас, ну, евро был джумада копчатый, по-моему, одну сделку, или даже не одну, нет, так. Я в основном ГИР-40 работала, золото, сейчас посмотреть надо историю, не помню, или евро работала, одну сделку. Так, сейчас у нас по евро я давала прогноз, что у нас, ну, то есть до среды, в среду у нас был внутриваловый продукт, да, по Европе, то есть европейский этот, в общем, внутриваловый продукт. Если там выйдет хорошая новость, то типа евро может усилиться, пойти вверх, да. Если нейтральная, ну, нейтральная, тогда никакого влияния особо не будет, да. Но это так тоже среднесрочно, да, и имеет так, тасир прям олевала, ушел новость чисты, все, вот эти шартитеч керек, наоборот, ланговатеч керек, так. Хыскада, вдруг, да, эффект перед, а лыби без таких как раз новости день, по-моему, внутриваловой нейтральный чықты, и нейтральный чықты, евро, наоборот, чуть-чуть, да. Ну, то есть, как мен, в принципе, ушундай болжолдогон, если внутриваловый продукт азыраак чыкса, же прогноз боюнча, да, скорее всего, түшөт, да, и, в принципе, мы вот этот, да, эч кандай деле эме болгон жок, евронун кыймылы бул жумада волатильность чаккан жок, мага, честно говоря, боковик деле жүрдүк, да, на вот это всю неделю, вот с 23 февраля, вот такой боковик, да. Британский фунт, буну тоже, по-моему, буну тоже какой-то джанов чыкш керек болчу. Британский фунт боюнча, там, не помню, что у нас было. Это вот таких не очень сильных, таких важных новостях, но 2 звезды деген. Так, что там было? Ну, я не знаю, это как сильно повлияло. В принципе, британский фунт, он у нас, да, евродан дался скоро, этот. Так, на понедельник, ну-ка, понедельник, по-моему, 4 жок. Кимиште деле евро, так, безымен гарадық, это, да, алтын гарадық, евромен кимиште деле. Так, по британскому. Ну, по британскому тоже ничего такого особого не было на этой неделе. Сейчас я здесь. Это суббота, да? Так, ну ладно. Британец тоже, он как Дикси, Джана, индекс доллара хорошо жүрет, мисал, индекс доллара был джумада уже восстановление вот это уже, мол, за второй уровень сопротивления, она даже, ну, то есть, несмотря на то, что он вот здесь, вот видите, здесь уровень сопротивления, вот здесь он можно пробой сделался, немножко упал, да, но здесь никакого слома, то есть дальше руды кетеп, жанандай слом структуры, то есть нету, да, здесь кайрале восстановление. Ну, доллар күчтүүлүгүн көрсөтүп атат, дагы бул аракет кылат, да, могу эмеге чейин жетип, эмки жумада, скорее всего, эмки жумада доллардын күчөшүн көрөбүз, а евро менен британский фунт, наоборот, түшөт. Британский фунт, так, сейчас британский фунт биздики дагы түшөт, да. Так, дальше что у нас тут? USD GPI, ну, японская иена, как индекс доллара, почти чего түшөт, да, не знаю, почему-то у них похожая корреляция. Вот так, это у нас, ну, вообще японская иена, не знаю, с чем коррелируется, только индекс доллара часто поэтому, да, чего түшөт, так что ж. Благодаря имя, хату коррекция там это было у нас в январе, да, в конце вот восстановления ВОП уже все удержали, да, бухгалтерцы, покупатели удержали, видите, здесь у нас раз откуп был, да, вот здесь тоже у нас это поглощение было, здесь откуп, мол, за второе имя, теханализ кончает, имбалансно, да, имбаланс-то восстановил, то есть дисбаланс, и тоже здесь хороший откуп, покупкалар был, да, благодаря тоже, в принципе, спрос, иенага курсы платят, так что спрос
Так что менки жумада, скорее всего, уланат. Вот следующий этап, ну, уже бюджет и алтымышбир примерно, да, и там следующий. Там уже вот здесь вот ликвидность тут он жахшили. Коптен бери еще не снималась, по-моему, она росла так вот до максимум у нас был январь, да? Потому что помню, что январь чейн, мен буну лонгтогом, да, она коптен иштебегам, анча-мунча сделкач. Так, и все, в принципе, аут USD алды. Аут USD мен жаңы инструмент болду, мол, жумада. Мен бірінші жол бердім, аут USD, австралийский доллар против доллара, да. Вот. Так, байқап жүргем, но, честно говоря, боялась, да, ну, я как-то валюталармен негізі, так, где-то 4 ай болды іштегенмін, а до этого жалаң эле золото иштечүмүн, жарым жыл золото только, а валюталарды байқап, просто графиктерно наблюдать етіп, анан 3-4 айдан бери, где-то с октября месяца, по-моему, с сентября начал по чуть-чуть торговать, да. Вот так, сейчас австралийский доллар. Так, Австралия это у нас это, да, как я говорила, тоже один из крупнейших поставщиков нефти, там, разного сырья, да, то есть редкоземельных металлов. Она спрос Китайдан, Китай и Австралия, там ручной импорт, экспорт, это товар, Австралия, именно железная руда, там, что еще, закуп там золота, да, то есть, в общем, пока будет высокий спрос со стороны Китая, да, металлдарға, Австралия, тогда австралийский доллар растет пока. Что взаимосвязь с там. У нас на дневке, прям на недельке, даже вот, по-моему, даже из аджопа исторической недельки. Ну, то есть, был уже конкретно тоже не месячный, давайте недельку посмотрим. Вот неделька, да, у нас, ну, да, был уже канал Танчик Термолдер, канал, да, очень такой плавный, нисходящий канал. Вот раз касание, два, тут очень много касаний было, да. Если даже вот так взять, может, да, то есть, было бы свадьбу, пуч касание ру. Здесь тоже у нас, да, такой каналчик. Здесь у нас ложный пробой, да, то есть ложный вынос, имеется в виду снятие ликвидности 1,5 гектара, лонко гирваландаре, электрик. Вот по там уже зашибное восстановление опции, лонко, более убеждающий, так сказать, подтверждение на лонко. Вот, а за пока будет его караватат. И на следующий день тоже ожидаю лонг. Никакой имидж, так признак нашел сейчас. Ну вот, вкратце вот так вот. А гир 40 я тоже на этом деле в понедельник говорил, что только рост будет, сейчас ожидаю роста. Вот. Сейчас у нас вот этот, для меня гир 40 тонн. Жүруші жағат, бұл жара жүрет, тропа еме, да, такой. Жа жүргенменен, в принципе, еме, да, жақшы берет. Предсказуемый, анализ, жаңағы, уровеньде жақшы іштейді, зоналар, вот эти уровни зоны, да. Вот, ну, уровеньге келет, азыр қайра түшет. Улам елет келбелет 25,524,400 чейін мен лонгточумун, и қайра ушул жерден ана шорт кетет. То есть шорт кетет. Потом опять где-то по разнице, это, да, до вот этого момента 25,500, 25,460, где-то 450 качели лонгтовому, да. Так, скорее всего, ушел. Следующий чумада убирать коррекционный блок, уже говорилось, там, возможно, уже кайра. Ну, это тоже ситуация, да, мировой рынок, когда было, то есть глобальная макроэкономика, да, там, СОУШ, там, что еще. Трамп, если там пошлины будут вводить дополнительно, да, то тогда, конечно, будет у нас вероятность того, что фондовый рынок, и в том числе индексный, да, то есть индексы S&P 500, технологический сектор, да, тющущий, да, из-за высоких пошлин, из-за вот этой экономической, политической, то есть макроэкономической нестабильности, да, неопределенности. Так, дальше, да, ну все, в общем, вот этот, то, что как проработал рынок, да. А, кстати, да, вот, так, мен өзім іштеген сделкаларын бойынша айтайын, да, графиктерге көрсетемін. Мен бүгінде бір-екі сделка қылам, уже ушундай системный трейдингке келдім, бұрынғыдай көп жайнатып сделка ачып, там, или бір күнде 20-30 сделка ачып, скальпинг кылып, я уже, честно, устала. У меня в день там одна, максимум 2 сделки, ну, то есть максимум 2-3 сделки, да. Так, сейчас по истории посмотрю, вот я помню хорошо, по-моему, гир 40, да, гир 40. У меня лимитка Гир 40, у меня биржумадан бери висела сделка, лимитка был, вдруг вот это получается так, Гир 40, 24, вот сейчас давайте на часовик перейду, да. Ну, то есть, как я это, да, на что опиралась, да, то есть теханализ, да, и когда я выберу точка входа, да, то есть алгоритм, так скажем, да, входа в сделку покажу. 24, 992, точка входа, у меня лимит какой уган ушел, 4, 24, 992, ведь. На Молдзактан. Я просто Булдзактан, вот это получается у нас вот в начале, когда это было, в начале недели где-то. Так, сейчас. Ой. Начало это 23 февраля, да? 24 февраля, 24 февраля. Так, 24 уже 192 день масштаб. Ага, и до 25, там 100 с копейками, да? Так, ну вот, в общем, Булдзактан, получается, по истории просто смотрел, что вот здесь у нас очень хорошее имя, да, зона Булдзактан, сильный откуп полон бездыки, вот здесь у нас зона ордер-блока, да, то есть ордер-блок, на крупный блок заказов. Вот и именно ушел крупный блок заказ там, Тассель Берет. Ну, это у нас 20 февраля, вот отсюда сработала, да, позиция, то есть в смысле, вот эта вообще цена, да, пошла отсюда, от этого именно ордер-блока. Так, и у меня 24 февраля было, да, 24 февраля. Так. Ну, то есть я ушла от нуля, бурункорд, плюс вот здесь вот, да, у нас тоже, то есть у нас время, да, зона поддержки по колдушу, зона поддержки, да, 24 900, ой, чуть-чуть выше, да, 992.
Плюс-минус ушел зонадан келем. Вот, лимитка у меня вот так стояла. То есть на этом уровне 992. Вот, и получается на лонг А4, но она у меня получается так. Это у нас свой. Это я днем, наверное, открывала. Там время у меня неправильно настроено, нет, это непонятно. Так, и вот 24 992 до 24. Я вышла на 25, почти 100, да, 25, 0, вот здесь вот вышла. Сейчас 0,80 или 78. 25, 0,78. Ну, так, выскочила, да, короче. То есть, ну, я заранее вот, то есть я до тейка не дошла, я заранее закрылась. Это вот высота, график кажется, что очень маленькое движение, но, в принципе, план бойынша жауап салдым, да. Тейк у меня был 20, ну, насколько помню, 25-100. Мен аға чейин чуть-чуть жеткізбей, это жауап салдым, бұл болсо, бияққа чейин келіп, и потом после этого он у меня ну, я вот как раз помню, что посмотрела, смотрю, оно падает начало. Я такая, вот, думаю, вовремя закрыла. Вот. Потом следующая сделка. Тоже Германия, 2 раза Германия открыла, то есть Герсура. В принципе, тоже почти ушел Баданген. Вот. Чуть-чуть выше, это я уже на это, так. Ну вот, чуть-чуть выше я открыла, получается, это на следующий день. Вот. Так, с утра я поработала, ну, тоже коротко поработала, чуть-чуть больше, так. 25.064, у меня 25.064 я открыла. Я поздновато увидела, вот здесь я залетела в сделку. Это я по факту по рынку двигаю, да, 25.064. Вот. И закрыла 25 232. Это я сама я открыла и, помню, забыла. Да, потом тейк у меня был вообще 25 500 или 25 330, где-то там уровень был шахового форума, да. Тоже я своими руками закрыла. Вот у меня с уровнем DP өзім, жапсала там, да, өзім планы бойынша в день там $50, $30, там, макс кейде болады, $100 болып қалады, но, в принципе, это, да, $50 я закрываю, да, и все. Одной сделкой стараюсь. Ну, иногда бывает, что 2 сделки. 25 332. Вот здесь, так, где-то я закрыла. Ой, 25 232, да, ну вот здесь я примерно закрыла. Так, ушел она по золоту, да, что по золоту, ну, не так уж поработала много. По золоту у меня, в общем, 4 сделки за эту неделю, 5 сделок. 5160, 5180, 4-го, да, 5111 коматы, ну, это лимит не сработал. А на меня биткоин жумада қойған, да. Вот ушел жақсы штеттер, 5111, получается, так, 24-го. Так, вот 111. Пошла чей душек, вот здесь прямо, вручную почти кирпирую. И закрыла я, так, она у меня, по-моему, я тоже вручную закрыла. 5145 там закрыла. 5145. Ну, то есть я вот здесь. Ну, 101, 145, получается, где-то примерно 35 пунктов, да? Но для меня вот 20-30 пунктов нормально, да? Тоже жақсы берет. Вот. Ну, что, да, меня лимиты, да? То есть торговый план у меня строго в день, там, например, берете сделка, $50 я закрываю, где-то выпала, там, вот $100, где-то, или $100 берем, где-то было. Там, ну, в целом так, торговый план я ставлю минимально, например, вообще в день ставлю 3%, да, от моего депозита. 3% это получается там вообще, у меня депозит $500, например, да, и 3% это $15. Я всего лишь $15 ставлю цель, но, как правило, где-то чуть больше было, да, там 9-10% депозита это $50, ну, 40, 50, там 30, иногда и больше. Вот, ушундай, то есть, но зато системно я стараюсь не доход ашпаш керек, өзімді лимит тейк, жана прибыльный определенный, пока мен депозиты манча чоң емес, ушон үчүн мен өзімді не разгоняю, да, уже депозиты чоңойтом, анан там, ну, то есть побольше увеличить, что побыстрее там, да, такого мне нету, да, я спокойно держу, да, 3% в день цель коем, то есть $15, ну, как правило, больше был вклад, и все, и, да нет, это нормально, ну, как бы я не стесняюсь, то, что у меня там депозит небольшой и процент небольшой, но если лучше процент будет, там, получается, чем торговый день был сот, да, и мама начинаем, ладно, половина сыштеген жок, или 15 дней, да, получается, так, сколько там, ну, в среднем где-то больше 30% в месяц, да, депозит был вклад, это очень хорошо, да, если даже лучше процентным вместе перемены, ну, так 45%. У меня в среднем получается, ну ладно, давайте 8%, 10% все такое. Ну, 10% за 15-20 дней где-то это получается, ну, это нормально очень даже. Это получается в 2 раза, да, увеличивается. Ну, там плюсы и минусы еще, конечно, стопы бывают. Если я свою историю покажу, у меня там тоже стопы есть, Казарган. Ну, конечно, значительно меньше, чем прибыли, да, все равно в плюсе, да, куда я хочу. Плюс камень экижил айдан кейін примерно, да, мен статистика бойынша шықты, да, только. Получается, экижил криптода жүріп, жолотып, қанша ақшаны, да, в общем, 5000 потеряла, пока училась. Потом уже в прошлом году я вот с мая начала, да, плюс понемножку выходить. В прошлом году, 1 марта, помню, зарегистрировалась в брокерге, 1 жолу Форекс менен иштей баштадым, то есть алтынға. И ошондо мартта 1 жолу $100 салдым, $100 бул салдым алтынға сразу.
по-моему, батарея береги чумадали. Она в апреле тоже положила, так $100, тоже помню. Я без топа, да, зашла еще. И тоже отгрузила, может, дай бог, да, мелкий. И после этого уже какой-то, а я военный, да, с меня хватит терять. Так я стала писать, да, почему я теряю деньги, так уж не уланавере виды, а я Джаман, короче, у него, да, как дневник написала, и накатала, и торговую систему написала. Четкие правила жаздым, да, қандай іштебешім керек, қандай іштешім керек, даже эмоция қандай болса мен күйфеймін, эмоция жақсы, то есть мындай холодная голова, спокойствие, там никакой проблема, ой жоқ болса, то есть мен ошондой абалда кирейм сделкага деп ошондой өзүмдү методом, да, ну то есть как жазып койдум ошондо. Вот, бирок дневник пока толком не веду, меники определенный бир шаблон менен иштейм, то есть определенный бир стратегия менен, да, мисалы хотя бы сделканы анализ, например, да, алтынга көчү иштейм, да. Допустим, я начинаю день там утром, да, с 10-9 часов анализировать, да, рынок. Эртең менен туралбай кыйналып атам, бирок очень прям стараюсь график нормализовать, чтобы с утра работать. Эртең менен Азияда аябай жакшы иштейт экенсиң, да. Мен мисалы былтыр Азияда жакшы иштеп аттым, где-то вот в 7-7:30, уже 8 часов я уже начинал давать сигналы, то есть, по чуть-чуть начала своим друзьям, близким там сигналы давать. Вот, и в основном они очень хорошо срабатывали, да. А потом что-то график бузуп уже кеч туруп түштү, где-то в основном Лондонда иштеп калдым. А Лондонда манипуляциялар көп. Мен Лондондун сессиянын эмесин характеристикасын билчү эмесмин да башында. Думам, эмне үчүн мондай манипуляциялар болот депчи. Эмне үчүн мени стоп менен аябай выбивать этет деп. И даже жакындарым айтып калышты, группада жүргөндөр, тааныштарым, там трейдерлер, досторум, что твои сигналы стали не очень хорошие, стоп выбивать, минусқа кетип там теңдемелеп. Ушинтип айтып калышты да, бир-эки чумадан кийин элечи. Вот. Я потом смотрю, и да, даже как раз и побед стала давать, и такие манипулятивные свечи. Ну, короче, стала пересматривать, да, свою стратегию. Она сделала анализ, но я там не писала, конечно, но так по памяти помню, что это менен постоянно анализ істесем жақсы болчу, да. А түштө кирсем, тескери кетет, манипуляция менен сделкамды тебет көбүнчө. Так, ну, стоптор көбөйө баштады, да, помню, кызарып прям почти катарган. Вот, и потом решила чуть-чуть пораньше, ладно, с 7:30 турасам деле, саат 9-10, в принципе, тоже движение Азии есть, да. Вот, например, допустим, я смотрю неделька, начиная с месяца, даже, ну, неделька, в принципе, достаточно, на неделю, допустим, золото, ой, то есть, Джумана, видите, свеча, видите, бычья, да, конкретно ли бычья. То есть я вот так смотрю, например, понедельник откроется рынок, да, это момент от 7, там, ну, что старта встану и посмотрю, да, какая у меня свеча была, например, прошлой неделе, написала, да. Допустим, был пятница на месте, там, свечасы, да, ой, то есть, подожди, вот это, например, пятница свечаса, она так закрылась, вот здесь, да, бычья свеча, то есть вот здесь, это рубежана начало, а видео джал, вот это у нас бычья свеча. Потом следующая свеча, допустим, появилась, я смотрю, да, диапазон был, получается, пятница, да, то есть такой джуман эмиссия диапазон чыкты чыккан жок деп, следующая свеча в понедельник. Если она выходит, ну, не на дневку, уже спускается на более мелкий таймфрейм, да, на часовик, на 30 минутку, например, да, вот. И потом смотрю, если мы уменьшили диапазон, вот эти вот, видите, все катарно, получается, свечи, это у нас, да, так, ну, это же по 30 минут, да. Вот. Ну, по 30 минут это сколько у нас там за неделю, да? 30 минут свечи. Ну, в общем, я смотрю, хотя бы бир свеча для меня, если вот, диапазон на ЧКЦ, денис менен, да, жар, ютуб, она еще, да, ложный пробой мест, да, именно фитильный мест, а именно денис менен, да. Для меня это уже кичине, небольшой звоночек, да, подтверждение, что везде, да, бычий тренд уже сильный был паратат. Но я еще жду подтверждения, да, то есть я жду, чтобы цена сходила вот так, в коррекцию, да, например, свеча барат, потом хайрат ет, может быть, ложный пробой, даже 10 тур просто. Жана именно фитиль менеч, именно желтый тур, стоп-лосс тур, да, вот здесь вот внизу, которые зашли, люди в да, их выбивают, и потом после этого разворот, да, после этого я уже жду. Либо здесь вот, возможно, подтверждение, ой, то есть, слом структуры был фалшинку, да, то есть, либо здесь ордер-блок, либо имбаланс, там, дальше реакция, ну, то есть, какой-то определенный момент подтверждение, да, поглощение, да, тогда я уже здесь захожу, да, вот тут вот на бай сделку, да, то есть на этот лонг. Либо если свеча то есть тещик труп и дальше видно, да, что хайрат был жакка урунуп ана дальше кете албаса, да, я понимаю, что нужно искать шорт сделку, да, тоже ушел кичинекей таймфреймдерде 30 минут 15 минут ал свечами карап, например, боюнча валюталарды шартить, там золотаны редко шарчу, честно говоря, не люблю, да, шартить. Но если прям конкретно или тренд поштался, сейчас мы шартовый тренд, да, допустим, там у нас этот тренд, этот диапазон, да, вот, например, да, вот здесь свеча там стукнется в диапазон, да, потом обратно вниз, да, и шлепнется, и потом я вижу кайра ракет вдруг, уступку, например, вот здесь вот у нас это, да, уровень сопротивления. Он пробивает и голоса, тогда для меня это, сейчас опять. Тогда для меня это уже признак, да, того, что особенно здесь у нас имеет бог касать, ложный пробой, да, просто фитильный. Я вот жду у нас следующий движение вниз, да, вниз, там, возможно, поглощающая свеча, вот здесь вот последнюю бычью свечу поглотила, да, большая красная свеча, да, вот, ну и плюс вот здесь вот у нас последнее минимум обновления было, да, телом, тогда я уже вот после этого принимаю решение, да, ну, то есть она вот обновила вот этот минимум, после этого уже цена, как правило, коррекция была, она будет какой-то определенная точка интереса была, да, вот здесь имбаланс, возможно, да,
есть ошон карен. Так, где у нас тут? Вот. Здесь, возможно, у нас какой-нибудь имбаланс болсо, ушел жерге тип туруп, она, как правило, дает кетет, да? И я вот стараюсь этот момент не упускать. Ну, в основном на валютах, да, шартите, типа на золоте, побаиваюсь шартить. Ну, если конкретно ондай у нас болсо чуть-что под смена характера, плюс потом слом еще, слом подтверждения берды, да, так, шорт, тогда, конечно, уже характер всего, да. Ну, тейк, например, прибыль, то есть стейк я поставлю в ближайший какой-то ликвидность, может быть, так, сколько примерно пунктов, если я отсюда захожу, я где-то 20-30 пунктов от всей работы, так, мне это хватает, да, биргунду план джава 5-230, например, гирсен, 5-200 гичейн, так, 5-200, вот тут, да, где-то, даже еще ниже. Ну, примерно, да, до вот этого уровня такой, вот здесь как раз на зеркальный уровень бальпен. Ну, примерно ушел дергачен, 20-30 пунктов, например, ушел дергачен, да, цель, например. Вот. У меня всегда вот, ну, то есть мультитаймфрейм, конечно, то есть с недельки начинаю, общий тренд определять тип, она уже после этого спускаюсь, да, неделька, да, тренд гордуем, она биргунду, общий тренд гордуем, да, бычьи пены, например, да, допустим, глобально у нас бычьи, да, вот, то есть там еще дневка, да, тоже диапазон буграем, громко, гунду на месте, да, диапазоном жарк чахса, ушел чака барат тепч, а если ему свечаным диапазоном, допустим, мурунку, гунду сейчас такой, да, вот это есть же, да, вчерашняя свеча, вот эта свеча. Вот получается, мол, диапазон внутри явно гиркецелая свеча, да, тогда наоборот шортку, да, шлифс. Ну, то есть, как правило, цена в этом направлении идет, да, целый день. Вот, ну, то есть я вот так вот тренд определила, подтверждение получила, например, вот такой был, например, инсайд-бар такой, да, когда за диапазон выходит, 4-часовой спускаюсь, 4-часовой, да, тоже, в принципе, подтверждение тренда, говорю, да, здесь у нас максимум, минимум, все выше. Что еще там, определенный перемен, говорю, например, там, что у нас, ближайший там какой-то имбаланс, да, допустим, либо ордер-блок, да, вот здесь у нас ордер-блок, да, имбаланс. То есть ушел имбаланс хачейн, зона ордер-блок учейн, баршин кунде, примерно где-то потенциал сделки говорю, ушел хачейн или барат, и, скорее всего, там коррекция будет. Если я вижу, что имбаланс хаджит палды, например, зона имбаланс, да, вот, сейчас отмечу, так. Ну, тут у нас, имбаланс такой ордер-блок. Тут у нас, конечно, не такой прям красивый ордер-блок, да, удалит тоже большой блок заказов, да, вот здесь, вот видите, большая крупная свеча. Но зеленую свечу поглотила, да? То есть вот это тоже зона у нас, так скажем, этого медвежьего ордер-блока. Если вот до сюда уже доходит, цена ушел ТТ, наоборот, желательно шорт ходит здесь и вот, да? Плюс еще вот здесь минимальный какой-то ликвидности снимать ТЦ, ушел ТТ, ну, можно, да, дойти в шорт. Но тоже подтверждение, если там у нас юстуны модай имели чек-класса, вот эти вот ложный пробой в уранзе на медвежьей свечи, да, вот здесь вот у нас медвежья свеча, если увижу, плюс на поглощение, да, и после этого шорт ходит все было. Вот, ну, не то, что там гирема, вот, конечно, более мелкий таймфрейм. Берсатов-то тоже я, в принципе, просто для себя определяю, там опять какие-то зоны интереса, там может быть имбаланс, ордер-блок и так далее, да, так, например, на Берсатов-то, на молотах тапистики уровень, да, бар уровень, плюс еще здесь ликвидность, да. Мысалы Берсатов-то уж он определила, для себя ушла чем барат ТТ, вот, и потом, так, вот здесь у нас тоже ликвидность баркен, на молотах ликвидность бар, булзак баркен, да, тоже будем выделять это, мысалы на молотах, чем барат трендовая ликвидность бата. Возможно. То есть, я там мисал гире туран болсон, примерно, возможно, будет закаченде, мол, ликвидность качен, шорт особо вот, мисал, это, да, резюме, примерно целевой, да, план, торговый план. Так, вот, ну, я вот часто пропускаю, 15 минут, когда перехожу, у меня анализ, не знаю, я привыкла, сейчас быстро делаю, да, раньше долго там бывало, в инструментах хоть минут короче, да, а могу, в принципе, за 10 минут, там, максимум, да, посмотреть, вот, 5-10 минут, да, и определить, да. Но, конечно, тоже, где-то буквально шашмаловым бар, где-то ошибаться, потом смотрю, сделка не отрабатывает, стоп-минутель плат, она на волюм, да, мне где-то не отработала, да, график та же самая, но я, допустим, там, не заметила, что здесь, например, уровень сопротивления, да, что здесь у нас все уже продажа геренге, то есть, покупка геренге выводит, да, потенциал сделки уже стерпан, все, здесь надо только продавать, а я почему-то в угол зашла, да. Ну, гейский зашли уклад, да, какие-то уже, да, шашмаловым, значит, стараюсь это, конечно, тоже в себе это убрать постепенно, так вот, уже улучшается, да. Вот, или там, я не знаю, что там еще, там, ликвидность не замечаю, где-то что-то, да, то есть вот уж ликвидность аппарата, смотрю, цена тарс, это еще где-то я не видела, что здесь целая полка ликвидности, например, Катар на цене, да, я вообще вода магнита, бава, поэтому бауш вот так вот пилит, да, то есть уже на бар, ну, 4 тем, да, я стараюсь, конечно, вот, и все потом, и точка входа у меня, так, на 15 минут я, кстати, да, уже стоп-лосс, тейк профит, какой ерунду примерно определяю. Мисал, будет один гирсем шортло, стоп-лосс, то я стараюсь запасом ставить. Мисал, мол, прям свеча на месяц, ой, допустим, мол, один гирсем был сам, не прям вот за свечой, да, стараюсь вот, тут тоже не очень большой запас. Ну, в принципе, да, можно вот чуть-чуть повыше поставить стоп-лосс. Мисал, вещь мне один гирсем, да, и вещь мне чувств там где-то 20 пункт, он 5 пунктов и дырок какой сам был, да. Шорт кичнем, да, и золото опасный рак, да, где-то минимум там 10-15 пунктов шорт можно поставить, ой, стоп. Тейк тоже ближайшая ликвидность, да, ну, можно либо сюда поставить, вот, либо вот эта ликвидность, на Катарна, да, целая полка ликвидности, вот, трендовая ликвидность, а Арпер минимум донь, на максимум на ликвидность, то топовая, да, можно тейк вот сюда поставить, да, то есть примерно чуть повыше, да. В принципе, вот отсюда 250 там по штабу, 250 до
там 210, там 40 пунктов, очень хорошее движение кармаса было, да. Вот что ты, она сказала, Густор, да, мне. Учитывать кеткенде сразу невозможно, да, машинада. Она уже постепенно, все уже рынок, контекстом, говорю, что я да, как классно. Ангелы тоже какие-то детали пропускают, тоже не замечают, что не дурпало. Уж ничего не да, вроде дневник одинаковый, телефон во имя, напоминал по дневник жазам, там, каждый сделал, некие перегунды, береги гопосы, в редких случаях 3 сделки. Уже, ну да, почему-то жазал, утром тоже забывает, да, просто у меня из головы вылетает, да, просто-напросто. Например, сделка Гилерде, допустим, 4 первый таймфрейм ачып, она скриншот был, потом 4, потом, ладно, там, 15 минут, ну и минутку, или там 5 минутку, да, вот фоткаю, чтобы увидеть как бы до сделки, и потом после того, как сделка отрабатывает, тоже фоткаю вот эти, там, дневка 4-часовой, там, например, там, 15 минутка и 5 минутка, да, и потом смотрю, как отработал, или достаточно хотя бы там 4, потом там, он 5 минут и 5 минут, да, и все, и потом посмотреть, как отработала сделка. Ошондо дневник, электронный дневник бар трейдера, ошондойду скачивать эткен YouTube там биртрейдер денчик, честно говоря, челикман. Ну так, быстро посмотрела, но не это, да, не использовала. Потому что у меня сделки одинаковые, да, некие беременные стратегии мегу, да, и, конечно, я тоже использую и трендовые линии там, и на ICT депот, можно снятие ликвидности, можно резкий свип по бегать на штатко или наоборот, да, резкий свип. Тоже это очень хорошее имя, да, ложный пробой, или свип ликвидности депот. Тоже андерворд это харай, ну, у меня вот этот имя, да, по зоналардан, максимум или минимум зоналардан, да, тоже, конечно, стараюсь искать вот такие риски свип, то снятие ликвидности, да, плюс там поглощение, ордер-блоки вот такие хорошие, которые ликвидность, это, мол, сол жактағы, ликвидность, симметрикин ордер-блок, плюс, мол, жақтан имбаланстарды қараймын, вот здесь вот, например, имбаланс, и уж имбалансный реакция берсе, мысалы, мындай бычий свеча түрінде, да, мол, зеленый свеча с длинным фитилем, вот ошондой болоптан келем, да, где-то болады реттесттен кейін, да, то есть повторно кайрат келет, цена, да, примерно определенный бір мол жақта уровеньге, да, ну, ошол жерден келем. То есть у меня каждый день, в принципе, этот гол, как у трейдеров, да, профессиональных бывалых трейдеров, у нас каждый день у нас одно и то, как они говорят, трейдинг это скучно, да, индич. Вот. Жана Герчик этот код тоже, Герчик в лайф эфире, вот то же самое имеет веревку. У меня Александр Михайлович, у меня каждый день одни и те же сделки, да. Она вот это, ну, говорит, я же тебя знаю, говорит, это очень, я же тебя знаю, говорит, да, говорит, это нормально, ты берели стратегия меня, берели одинаковую сделку, тебе же главное приносит прибыль, я насколько знаю, ты же прибыльный трейдер, да, говорит. Ну, короче, ну, если тебе приносит, то эта стратегия прибыли, уже не 4 вердыги, да? Ну, то есть, видите, вот так вот. Каждый день одно и то же, берете стратегия не 4 вердыги, у вас уже будет да, видение четкого плата, как чудо даже по стратегии 4 вердыги, какие там нюансы какие-то, да, узнаете для себя. Плюс еще дневники Джасана еще лучше будет, да? Вот, слишком много стратегий знать не надо, да, даже не запомните, она даже полным 8 надо. Хотела вкратце сказать анонс, да, и Джумада, вторник, день открытых дверей по WhatsApp, он 8:00 до, кемге қызық болса, мысалы, вообще трейдинг дүниесі, да, қандай канал, вообще какие есть этот, как называется, привилегии, да, то есть преимущества этой профессии, так, что-то у меня, вот вторник, 3 марта, так, с 18 до 21:00, ну, там, плюс-минус до 20:00, возможно, 2-3 часа, на всякий случай запас мы надым, офисный адрес на это поем, я запомню, точнее, да. Вот. Шулджерде вот все как есть, да, привилегии профессии, подводные камни, да, карьера, да, то есть так называемые. Карьера не такое, как где там, это, да, коллеги там будут там душить тебя, да, то с каждый сам себе, да, хозяин деревни, независимый, да, имеется в виду вначале новичок, да, хомячок трейдер, да, потом там уже, как сказать, практикующий трейдер, потом опытный, потом профессионал, да, не ушундай карьера. Так, мен группада жазылып тоже біздікі еженедельные вебинары мен уже возобновляю. Башында мен тоже еженедельно почему я ким сабақ да, жұмасына потом аябай жұмыштарымда көріп, это да, кругага. Азыр кайра уже где-то бір-екі жұмадан бері уже еженедельно, да, вебинары қылатам. Так, вебинары группада, ну, это онлайн, да, плюс еще офлайн, да, офлайн у нас мастер-классы да, болып турат, куда бурса тоже уже планирую. Сообщество единомышленников, офисе безде Балдар-бар, которые трейдеры, да, тоже они постоянно работают, практикуются, чего анализ деп, чего обсуждать, чего пишет, сделка, жақшымдай круг бар, да, общение. Так что жалость был восьмар. Всегда вот есть община, такой вот, как бы, круг единомышленников, да, которые поддержат, поймут. Так, формат обучения офлайн, онлайн тоже. Можно, если, например, нет возможности в офисе, да, офлайн, онлайн деген біздіке еме, да, мен Google Meet ссылка арқылы поштырып онлайн-шектерде, да, именно офлайн занятия они там все полностью, трансляция экрана, голос, все слышат, да, видят материалы, плюс такие же материалы, темы получают, шундоли, да, только единственное, что они на расстоянии, да. Так, готовые решения, ну, это сигнальный канал также есть, да,
Здесь тоже мои анализы скидываю, и это когда я сигнал берем, да, так. И также еще мен партнер, это получается Markets, мындай акция, биринчи жолу акция болуп атам, $100 береткен бонус без депозитный. То есть мурун Markets'тен вообще любой брокер, да, я слышала, там депозит надо пополнить, там определенную сумму, там минимально 100 или $50, она уже бонус берчү, да. Она, я мурда күнү встретилась с ними, алар ушундай акция бар экен деп айтып калышты, да, кимге кызык болсо, мисалы без депозитный бонус, то есть акча салбай эле, просто регистрация, верификациядан өтүп, андан кийин уже можно, ну, то есть, как вы верификацию сделаете, сразу мне пишите лично, я пишу менеджеру, она нам силерге $100 бонус алып берет экен. А $100 бонус, аны алып чыга албайсыңар, конечно, но иштете аласың. Если силер, например, пайда көрсөңөр, ошондон да ошону чыгара аласың спокойно, там моментально түшүп. Вот, это только по моей ссылке, башка, мисалы, просто интернет где-то там скачивать этсеңер, Markets, да, андай бонус берели, чисто для меня дейшти, это только для ваших клиентов, да? Ну, так сказали, в общем. Мен ссылканы ротуп коем группага тоже. Так, $100. Вот, кстати, Елена сен баптасың ба, я? Елена $100 бонус алган, иштеп алган, Ой, расскажи вкратце, да, как ты получила $100 бонус, иштедің, Короче, меники мындай болду, регистрацияга $100 берген, бирок өзүм дагы $100 салышым керек болчу, да? Да, ты заходила, когда нужно было пополнить, да? Да, ал кезде пополнить. Анан кийин бирок мен эме кылдым, бир лот соода кылдым. Сенин сигналың менен, сигнал каналдан. Бир лот наторговала, анан кийин бирок мен $100 жеткен жокмун, $80 чыгардым, и $80 вывела, короче, чыгарып алдым. $80 менен, анан $80 чыгаргандан кийин, оказывается, бонусту алып коет экен. Бонусту алып койду, $80 мен $30 калтырып, $50 өзүм кошелёкко эметип, короче, чыгарып алгам да. Ошондо $30 менен эле кичинеден иштеп, там күнүнө $5, $10, там иногда $4 кылып эле ошентип анан көбөйткөм да. Ну, да, ты активно каждый день торговала, да? Да, бирок мен постоянно иштеген үчүн меники жана бир лотум толуп, короче, бир лот болду да, оборот. И ошондон анан чыгарып алдым да. Там же говорили вроде бы менеджер, что $10 баштап уже пайда болсо уже чыгара аласың деп, а ты накопила, давай $200 аж, да? Да. Ошондо и то, что хорошо, баягы акча керек болгондо мен полный эле акча чыгарып алдым. И анан кайра баягы иштеш керек болуп калды, жана сот астен иштебейбиз го, понедельник күнү $15-20 салып, кайра иштетип көбөйтүп алдым да. То, что амортизацион ошонусу жакшы экен. И биринчи пополнениеси $100 болчу минимально, да, андан кийин уже можно $10, по-моему, $5. Да, мен $100 пополнение кылгам. Анан анда сигнал каналга кошулбай эле өзүм самостоятельно иштеп, ал $100 мен вообще-то $79 чейин түшүрүп алдым да. И $79 чыгарып алдым. Чыгарып алдым дагы анан активно только жана бонус менен эле иштеп баштадым. Только бонус и только сенин сигнал каналың менен анан жана эмелерди өзүмдө анализ кылып, эметип анан ошо бир лотту торговать этип, анан $80 болгондо эле чыгарып алдым. А так $100 кылса болот, просто мен күйүп кетпесин деп $80 алып чыгарып алдым да. Да, я помню, мы когда еще с тобой общались, я говорила, акчаңды чыгар, күнүгө там сколько ты заработал, пока чыгап тур депчи, а то опыта мало. Акча болсо мен неме кылам. Там $10, $15 болот депозити менен. Өзүм депозити мененчи, $15 болсо сразу эле Binance'га которуп чыгарып алатам да. Күндө иштегенди, күндө чыгарып алса болот. Молодец, ну, в общем. Ну, то, что депозит маленький, аябай эметпеш керек экен, там, например, $50 менен сен $50 же $100 табам дебеш керек экен, там $5-10 можно стабильно зарабатывать. Здорово, ну, молодец, прям вообще. Вот, и ты это, да, микро, кичинекей лот менен иштейсиң, да, ты говорила? Даже лот менен даже 10 тысяч проб счет взяла, то есть в управление деньги, да, и ты там тоже 001 менен закрывала, и даже закрывала. Проб менен иштеп атам. Дополнительно. Вот, да, иштесеңер болобу, да, тоже. Если у вас, например, своего капитала нет, то пробку можно, да, спокойно тоже. Игорь, каласаңар, консультация бере алам, бесплатно, все, я вам могу дать эту ссылку. Вот, ну, пробку сатылыш керек, конечно, минимально, по-моему, визаны, я тебе когда помогала покупать, если не ошибаюсь, или $40 или $40 калган, все, он минуты. $55. Или $5, 10 тысяч счет, ага. Вот. А $5000 болсо где-то $36 болчу. Да. Вот, пробтор ушундай, да, они могут даже $500 000, даже $1 000 чейин, да, бирок $1 000 чейин это американский проб компания, а так в среднем где-то до Гидена Герчиктин эмеси проб компаниясы $400 000 чейин берет экен, да. Я вчера, кстати, узнала, Герчиктин эмеси пробку, оказывается, есть без экзамена. Вчера случайно я слушала его онлайн эфир, и он говорит, без экзамена, без чего там, да. А до этого я смотрела, у него только с экзаменами было, да. А сейчас можно без экзамена сдать, оказывается. То есть купить и сразу же получить реал счет, да. Вот, герчик такие, да. Уж ошону менеджердан биш керек экен, да, я у менеджера спрошу, я уточню. Вот. Вот ушел, она, получается, Елена еще по сигналам работает, плюс уже анализ жакшы жасай баштады, да, молодец. Вот. В общем, здесь вот номер менеджера, если, да, там связь, информация керек болсо,
бизнес помощи, да, то есть, так скажем, экосистема, да, обучение, сигнал-канал, там, день открытых дверей, день вторник, да, то есть любой, да, в общем, запись будет жазыласыңар, телефон, WhatsApp, то есть телефон, Telegram, WhatsApp, жасаңар болады, да. Ошондой, достор. Вот, в общем, ну, мир трейдинга, конечно, он такой очень, не сказать, что легкий, да, как по маслу дегенде, но это того стоит, да. Я, например, уже так 3 года с лишним уже 3,5 жыл болуун деп калды, бирок мындай осознанно тура иштегенде, более-менее тура иштеп, то есть стоп менен обязательно, там, лимит, там, торговый план, торговая система менен где-то вот 1 жыл болуп калды, да, былтыр, помню, с марта месяца, и то март-апрель же говорю, ну, где-то вот с мая месяца, плюс-минус почти 1 жыл уже болуп калды, да, иштегеним. Вот, и в трейдинге ошондой, да, путь, у кого в основном там год, там 2 года, ушундай, кого-то 3 года, ну, в среднем где-то вот так вот, 2 года, 3 года человеку требуется, чтобы понять, да, оказывается, ну, простые там правила, да, уж эрежелерди бузбасам, оказывается, можно здесь, ну, то есть без потолка, да, дохода, то есть доход он чек жоқ деп ушундай заработок алса болот. Жүргөндө я, например, работаю, Елена тоже знает, там, то, что я там утром встала, 1-2 часа сигнал, то есть 1-2 часа я поработала, из них я тоже за это время сигнал поем, да, там группа успевает там, например, обзор сделать рынка, запись сделать там, ну, в общем, вот так вот, а уже иксат начинать. А так, ну, в день я же одну сделку только открываю, максимум 2, и все, вакуум говорит, да. Поэтому я еще обучаю, да, у меня есть еще ученики в офисе. Так, везде разрывная эскалация, болон джатанда, золото, да, все, так, сейчас что у нас там? Ну, это у нас, знаете, вот такие манипуляции постоянно новостями, да. Я уже, когда новости вижу, там, что вот Британия, Израиль и так далее, тут разные, Индия, Китай, короче, своих этих граждан просят срочно эвакуировать из Израиля. Ну, то есть Иран, типа Израиль, открывает, типа такие негативные новости, когда читают, конечно, сразу стараюсь пользоваться возможностями и лонговать золото, да. Вот. Ну, это в основном, не знаю, как-то не это, да, особо прям так не придаю значения, например, там, то, что так раивает прям долгосрочно такой эффект будет там, потому что через какое-то время, там, день-два, там, ну ладно, там, неделю, 5 дней, то есть порастет золото, а потом опять это слишком дайметпейм, да, это чоң центрді қойып там, глобально, да, по золоту. Күнімді көрсем, планымды жаман болды, да, еще. Когда вы так работаете, строго торговый план бойынша, да, то есть определенный лимит қойып, да, определенное количество сделок, определенное количество там денег, там, убыток, я максимум 2 стопа, если ловлю, все, я не захожу, я пушу себя, торговые правила во всем, вам легче работать, да, и даже депозитный мир постепенно будет, да, вот. Ну, просто у меня нет такой прям разгон был. Сергей, разгон в лантесинер, а учен уже профессиональный деньги детишнер говорит, да? А пока вы новенький, азраевый модуль, разгон, да, то есть, мысалы, там, $1 салат человек, да, на аккаунт, и ошо вот там, бюджет там, он позицию ходит одновременно. И, конечно, $1 это под риск поставить можно, пожертвовать, да, но опыта если нет, тем более теория английский, ну, вероятность, там, я не знаю, 95%, что $1 салат, кайрали, вам не будет риск, да? Вот, поэтому разгон пока не стоит, да? Даже я вот боюсь делать разгон. Ну, вы посмотрим, что там. Я каждый раз смотрю график. Мне так нравится смотреть на график. А золото у нас пока держится. Мой именно пробитель лайн этот церковь графику на того зеркало. Так, сейчас его. Это я демонстрацию сделала. Вот золото у нас этот... ну, вот у нас здесь уже потолок пар. Вот тут ближайший потолок. Это у нас 5249, да, 5250 шуачей. Скорее всего, барат, она уже так на дневке. Что у нас? На дневке андан следующая цель. Ну вот, да, это у нас самый ближайший 5248. А пока, им уже сегодня у нас же рынок закрывается в 2 часа ночи, все уже. Так что, я не знаю, пока движение вряд ли там дальше будет. А понедельник грузим панды будут. Если что, он Гэпмена начал ползать, то есть, например, следующая свечечка, допустим, в понедельник откроется вот в 5 утра вот такая, да, большая у нас. Ой, что-то я не туда написала. Например, следующая свечка, да, чем разрыв начался, да, мы нортосу, да, чем, да, ими был ползал, пустое, да, пространство. Но это уже говорит о силе покупателей, да, скорее всего, да, понедельник, ну, да, вот уланата еще. Вот, уже нортосу, да, где на гэп, то есть такой разрыв, то есть между пятницей и понедельник, и свеча нортосу, да, гэпмен начался, это что, да, признак. Да, если свечечка наоборот, вот здесь внизу откроется понедельник, да, вот здесь между вот этой свечой и новой свечой в понедельник разрыв ползал, да, скорее всего, шорт почта есть, да. Вот, ну это зависит от новостей, да, вот этих Иран, ничего, США, да, Иран, Израиль, США, в общем, вот это вся только. И так, во вторник, Игорь Халасанар, приходите, я жду в офисе, так, там, чай, кофе, печеньки, дегенды, как гостей встречать, дегенды, да, то есть у нас такая небольшая встреча будет, плюс там, конечно, тему подготовлю интересную, она нашел жакта, этот, трейдинг, ну, то есть, какие есть эти, да, вообще,
такие вот самые, то, что я проверила на себе, самые проверенные стратегии, да, какие, там, может быть, какие-то фишки, я там, не знаю, вспомнила вот это все. То есть в каких случаях, я, например, рынок более спокойный, да, и технический анализ, да, вот я, например, по себе, то, что по своему опыту поделюсь, да, там, какие инструменты лучше дают, какие-то меньше дают и так далее. Потом там расскажу там про своих, там, может быть, там учеников тоже своих приглашу, скорее всего, да, которые расскажут, что, как у них там, да, дела, отзыв послушайте. Вот, уже, да, на вопросы я резюмирую, такой индивидуальный вопрос просто тоже ушел, там, берется на было. Вот. Вот такие у нас, видите, да, ну, такой анонс, да, следующей неделе, во вторник. А потом уже март Нортолор, да, где-то примерно 15-16 марта будет джангл группа Ачват, точнее, уже набор башталды, джангл группа оффлайнчик ТРТ и онлайнчик ТРТ тоже, да. В общем, где-то примерно 15-16 марта, да, я точно дату скажу. Вот. А за группа бар, оффлайнчик ТРТ, это 16 февраля мне начали, и теперь где-то примерно до середины марта, да. И с ними еще практика была, да, то есть у меня всегда теория, бирай, теория была, ангангин уже практика. Практика была в неделю один раз в офисе, возможно, 2 раза, тоже в автомагара, а так 3 раза, то есть имеется в виду 1 раз офлайн, там стабильно, да, и 2 раза онлайн, да, практика со студентами, онлайн, то есть через телеграм-группу, да. Там трансляция экрана глыб, шел там без там определенный инструмент алас во время там американской сессии вечерней кончу или там обсуждение его анализ возможно сделка на дагире если торговая ситуация главка было вот практика алас, да, а без студентки там я стараюсь, чтобы сделка начала я юзюка я буду вначале подсказывать, что где как нажимать и потом уже сам будет, да, трансляцию делать, сам анализировать, сам заходить в сделки, да, или там я просто график открываю, или там нам дайте по теперь чего есть, да. Вот, уж практика до результата, то есть такого нет, человек, кто в автосмене, бирай, там, бирай, практика, да, вообще. Так. Вот, ну, то есть человек пока работает, то есть пока практикуется, когда у него результаты первые уже стабильные, более-менее уже результаты пойдут, выплаты, да, я всегда говорю, на что не каждую неделю или там, не каждый месяц раз, да, вот каждый день выводите, да, почему-то, да. То есть, когда вижу, что стабильно уже человек выводит хотя бы $10, да, 54, да, уже хорошо, да. Вот. Ну, всегда дайма да, с кеңеш берем, минимум там бир емес 2 ай 3 ай офиске келіш керек, да, офиске келіп же болбосо онлайнга катышып, да, практикага именно. Теория без практики ничего, да, просто это воздух ойлоп калат, да. Ошондой достор. Эгерде сиз суроо жок болсо, анда всем спокойной ночи, да, жакшы калыңыздар, жаштырыңыздар. Этот выходные отлично өтсүн. Кимде балдар болсо каникул менен поздравляю. Вот, ошол анан буюрса көрүшкөнчө понедельникте дагы обзор рынка алабыз полностью на неделю. Сага да чоң рахмат Улкан, ишиңе ийгилик. Рахмат. Хорошо, давайте, да? Всем пока.